Прошу всех встать. Провозглашается резолютивная часть решения. Именем Кыргызской Республики резолютивная часть решения Конституционного суда по делу о проверке конституционности нормативного положения части 4 статьи 439 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, выраженного словами: такие определения подлежат пересмотру в кассационном порядке одновременно с рассмотрением кассационной жалобы или представления на окончательное судебное решение, принятое по данному уголовному делу в связи с обращением Тохтакуновой Талайкуль Аскаралиевны. 20 марта 2024 года, город Бишкек. Конституционный суд в составе председательствующего Сканбаева, судьи Бубукеевой, Дюшеева, Джолдошевой, Касымалиева, Кадырбаева, Шашиналиева, при секретаре Мамыталы Кызы с участием обращающей стороны Тохтакуновой Талайкуль Аскаралиевны, стороны ответчика Сранова Самата Кыштобековича, постоянного представителя Джохор Кенеша в Конституционном суде, третьих лиц Молдубаева Алмазбека Тавалдыевича, постоянного представителя президента и кабинета министров в Конституционном суде, Сапияновой Маргариты Насархановой, представителя Верховного суда по доверенности, Джапаровой Асель Авазбековны, представителя Генеральной прокуратуры по доверенности, Мамытханова Шеримкула Замирбековича, представителя Министерства юстиции по доверенности, Маматкулова Азамата Тохтусоновича, представителя Министерства внутренних дел по доверенности, руководствуясь частями 1-2 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики, статьями 4, 17, 40, 45 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности нормативного положения части 4 статьи 439 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, выраженного словами: такие определения подлежат пересмотру в кассационном порядке одновременно с рассмотрением кассационной жалобы или представления на окончательное судебное решение, принятое по данному уголовному делу. Поводом и основанием к рассмотрению данного дела явились ходатайства Тохтакунова и обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции оспариваемое нормативное положение. Заслушав информацию судьи докладчика Кадырбаева, проводившего подготовку дела к судебному заседанию, исследовав представленные материалы, выслушав мнение сторон и третьих лиц, руководствуясь пунктом 2 части 2 части 4 статьи 97 Конституции, статьями 48, 49, 52 и 53 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, Конституционный суд решил признать нормативное положение части 4 статьи 439 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, выраженного словами: такие определения подлежат пересмотру в кассационном порядке одновременно с рассмотрением кассационной жалобы или представления на окончательное судебное решение, принятое по данному уголовному делу, не противоречащим частям 1, 2, 4, 5, 6 статьи 23, статье 55, частям 1, 2, статьи 56, частям 1-2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. Решение окончательно обжалованию не подлежит, вступает в силу с момента провозглашения. Решение обязательно для всех государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, юридических и физических лиц и подлежит исполнению на всей территории республики. Опубликовать настоящее решение в официальных изданиях органов государственной власти, на официальном сайте Конституционного суда и в Вестнике Конституционного суда Кыргызской Республики. Небольшое пояснение по принятому решению. Во-первых, Конституционный суд решает только вопросы права. И какие-то фактические обстоятельства или события, которые послужили причиной обращения в Конституционный суд, они, разумеется, не могут быть приняты в качестве обоснования или аргументации принятого решения. Второе. Что касается промежуточных определений. В случае, если вышестоящий суд заблаговременно, это с точки зрения права, будет давать оценку этим промежуточным актам, тем самым могут воздействовать или заранее предрешать, какое решение по этому делу может быть принято. Это основной аргумент того, почему нельзя те промежуточные определения, которые направлены для того, чтобы процесс продвигался и в конечном итоге было принято итоговое решение, почему нельзя подвергать эти определения под сомнение.
Вот основные аргументы, которые легли в основу этого принятого решения. Мотивировочная часть будет готовиться в течение срока, установленного законом. Решение понятно сторонам? Заседание Конституционного суда объявляется закрытым.